На территории республики запрещена не только вырубка вечно зеленых растений, но и ввоз из Российской Федерации пихты без корневой системы. К работе по защите вечно зеленых растений в лесах Абхазии были привлечены специалисты Государственного управления лесного хозяйства, экологи, а также сотрудники правоохранительных органов. Пихты, конечно, не будут пропускать, а остальные хвойные деревья, пожалуйста. Что касается на сегодняшний день, пока не было случая попытки провоза через границу хвойных деревьев. Но если, вопреки постановлению Кабинета министров, если кому-то вздумается порубить в нашей высокогорье молодые пихточки и свести на продажу сюда, то совместные рейды, проводимые с участием сотрудников МВД, нашей службы лесного управления, то, естественно, будут наказываться. Одним из основных мест вырубки вечно зеленых растений в предновогодние дни является лесное хозяйство в городе Гагра. На его территории произрастает немало хвойных деревьев. Дорога к Гагарскому лесничему хозяйству закрыта вот уже несколько дней. Буквально за пару недель до Нового года браконьерами здесь были срублено около 50 елок. Сотрудники правоохранительных органов и специалисты делают все возможное для сохранения вечно зеленых растений. Для этого здесь был установлен блокпост. Несмотря на строгий запрет и предпринимаемые меры по недопущению вырубки хвойных деревьев, как оказалось, некоторым все же удается обойти закон. Незадолго до нашего приезда одним из сотрудников милиции на Гагарском рынке были изъяты 2 ели. Бывают случаи, даже в ноябре месяце, да, они начинают вот так резать и так далее, но практически пресекаем. Почему? Потому что с лесничеством тесно мы работаем. Они сообщают нам, когда что-то происходит и так далее. И силами оперативной группы это все задерживается, доставляется в отделение милиции, и соответствующие документы составляются, пересылаются в соответствующие органы. Блокпосты, ограничивающие въезд на территории лесных хозяйств, установлены также в Бзыбском и Кадурском ущельях. За незаконную вырубку и торговлю вечно зелеными растениями на территории республики предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. А для проведения новогодних праздников администрациям всех районов и гражданам страны рекомендовано использовать искусственные ели. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение.